Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня журналист Архан Джемаль. Архан, привет, дорогой. Добрый день. Рады тебя видеть. Спасибо. У нас. Архан Джемаль принадлежит к редкому, а теперь уже и просто вымирающему, во всяком случае в России, племени журналистов-пассионариев. В свою очередь, пассионарии в нашей профессии водятся, вернее водились, только в одном ее отсеке – военной журналистике. Они, военные репортеры и корреспонденты, жили и живут короткими перебежками от одной войны до другой, а то, что мелькает во время этих перебежек по сторонам, картины мирной жизни – им совершенно неинтересны. У этих пишущих и снимающих, однако не стреляющих и не убивающих псов войны, конечно, как и у профессиональных военных, произошла деформация сознания. Но и не только деформация сознания. Они, военные репортеры, подобные Архану, еще и немного, что называется, не на своей улице родились. Об этом лучше, чем Семен Гудзенко, замечательный поэт фронтового поколения, прошедший Великую Отечественную солдатом, израненный на ней и от этих ран через несколько лет после войны скончавшийся, не скажешь. Я был пехотой в поле чистом, в грязи окопной и в огне. Я стал армейским журналистом в последний год на той войне. Но если снова воевать, таков уже закон, пускай меня пошлют опять в стрелковый батальон, быть под началом у старшин, хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти. Вот такой, мне кажется, Архан Джемаль. Редкий тип журналиста сегодня, когда все источники информации нашему брату заменил интернет, и он, этот интернет, а не ноги, кормит журналиста. Поэтому я и позвал в программу его, журналиста не из Фейсбука, не из редакции с теплым клозетом и кофемашиной, а, простите за пафос, из реальной жизни, даже с реальной войны. Я так хочу по текущему моменту тривиально начать с футбола. Смотришь футбол? Ты знаешь, нет, не смотрю, никогда не смотрел. Всегда испытывал к футболу такое неприязнь. Серьезно? Да, и она идет с глубокого детства. Значит, я помню себя маленьким, мне там 4-5 лет. И мы с бабушкой идем к соседям в гости. А сосед был Олег Дмитриевич Крылов, он был космонавт. Он никогда не летал в космос, но был в отряде космонавтов. И женщины, они вот как-то на кухне, там, между собой, моя бабушка с его женой. Мне скучно, и я выбираюсь в гостиную, где он сидит перед телевизором. Такой настоящий полковник-летчик, такой вот прямо вот брутальный, брутальный, здоровенный космонавт. И он сидит, развалившись перед телевизором, может быть, там чуть-чуть выпил, да, и смотрит футбол. И я чувствую вот это вот безумное разочарование, потому что мне хотелось бы, чтобы там какой-то мультфильм шел или какой-нибудь фильм. А вот скучный футбол, дядьки гоняют мячик, дядя Олег вот это смотрит, а он такой грозный, большой, страшный, что мне даже как-то вот неловко попросить его это дело переключить. Я думаю, что с тех пор я футбол не взлюбил. И свое мнение к нему не поменял с тех пор. Понятно, понятно. Тогда я повернул с футболом вопрос в такую политизированную плоскость. А вот это, да, это вот очень даже. Ну вот что, сейчас вот как бы такая, назовем ее, либеральная общественность, она раскололась в том числе и по отношению к футболу. Одни им наслаждаются успехами сборной России,
ну, это пока вот мы снимаем передачу, пока успехи, когда передача выйдет, может будет еще больше эйфории, будет еще больше успехов, может наоборот все сойдет на нет, но тем не менее. Другие наоборот, значит, скептически высказываются о том, что вот это такой инструмент, который власть в очередной раз искусно использовала для своего пиара. Ты видишь вот тут какую-то такую взаимосвязь? Ну, это же правда, что использовал. Да? То есть Да. мы видим, как под футбол приняли указ, ограничивающий здоров, политическую активность на какой-то период. Тут же в этот момент засунули историю с пенсиями. Тут же в этот момент засунули сюда же историю о родных языках в национальных республиках. Там, да? То есть очень много неприятных вещей, которые вот задумано протащить. Ты неужели думаешь, так цинично их вот именно вот в эту ячеечку заложили? Нет, ну послушайте, вот закон о языках. Да? Да. Закон о языках. Он вызвал возмущение, протесты, вот, неприязнь, в Татарстане в первую очередь. Да? И всех начали как-то успокоить. Отложим до сентября, выслушаем всех, учтем. Бац, 19 июня первое чтение проводят как раз. И не попротестуешь. Ну, по крайней мере, на законных основаниях. То есть, конечно, это цинично, и, конечно, это очевидно, что это сделано именно вот с расчетом на... Я не говорю, что чемпионат провели ради закона, но засунули закон вот в этот механизм, когда и выступления политические запрещены, конечно, специально, конечно, намеренно. Там, да, Некрасиво, согласись, некрасиво. Я бы даже сказал подло. Даже подло. Советская власть себе таких фокусов не позволяла. Бывали успехи, ничего она под них не подсовывала. Советская власть, она, собственно, ничего ни с кем и не обсуждала. Там, да? С одной стороны. Там идея, что будет какой-то закон, его можно обсудить. Там, с одной стороны. С другой стороны, все-таки не пиарилась на этом деле, да? Не пиарилась. Вот ты родился как раз в год такого самого знаменитого чемпионата мира для советской сборной. Это 66-й год, это чемпионат в Англии. Даже не знаю его результата. Да, ну что ты, Советский Союз, блестящая команда, вышла в полуфинал, там, правда, проиграла, но получила бронзовые медали. Там были тогда 2 комплекта бронзовых медалей для 3-го и для 4-го места. Ну что? Власть, как бы так сказать, болела вместе с народом, но ничего на этом как бы не хотела наварить. Так что в каком-то смысле какая-то была такая большая мера порядочности. Ну, в каком-то смысле. Не знаю. Вот сейчас вот вышли интересные материалы о братьях Старостиных. Так. Основателях там «Спартака», там, зачинателях там, советского футбола, и как там их скрутили по не совсем понятным соображениям. То есть я думаю, что футбол все-таки всегда был вообще болельческое движение. Система альтернативных связей, неконтролируемых государством. Там, да? В Риме же болельщики однажды чуть, не в Риме, а в Византии, в Константинополе, однажды чуть императора не свергли из-за футбольного матча. Там, да? У Сальвадора с Гондурасом война в 60-х годах случилась. Там, да, по поводу... 4000 человек убито было на той войне. Да, это факт. А вспомним знаменитое расследование Щекочихина, который раскрывал взаимосвязь вот этих вот фанатов футбольных с органами. Ну, сейчас это уже общее место, а когда-то это казалось... Там, да. Не, ну что говорить, это мощная страсть. Любую социальную организацию власти используют так или иначе. И если вокруг футбола появятся там какие-то болельческие группы, то было бы странно, если их не использовали. Конечно. Ну все, о футболе все. Обратимся непосредственно к тебе и к твоей жизни, твоей семье, потому что это такая богатая родословная, Орхан, да? С одной стороны азербайджанцы, такая советская номенклатура, причем, как я понял, такого, в общем, высокого, что называется, уровня. Там же и художник, твой дед, с другой стороны, дворяне, ведущие. То есть это все с одной, с отцовской стороны, насколько я понимаю. Но, нет, я как бы абсолютно номенклатурное такое дитя. Я сейчас не про это даже. Во-первых, дай досказать, там совершенно замечательный такой дворянский род. Участники битвы при Аустерлице. И не при Аустерлице, а при Бородино. При Бородино таки. Да. При Бородино тоже неплохо. Тоже неплохо. Ты вот как дорожишь всем этими предками и все прочее, этой памятью родословной? Ну, что это такое для тебя? Знаете, значит, это красивая завитушка, там, да?
не помешает. Ну, так вот, это красивая завитушка, но с другой стороны же есть как бы такой этический подход, да? Гордиться прошлым, предками, там, да, тот, кому нечем у себя гордиться. Там, да? И, например, мой дед очень любил вспоминать о карабахских родовитых таких вот корнях. А отец над ним всегда очень смеялся по поводу того, ну, он вспоминал, что вот карабахскому дворянству, карабахскому бегству, после того, как там был подписан Туркменчайский трактат, их бегство реализовали в дворянство российское, там, да, что было на Кавказе сделано не для многих, что было сделано в отношении, там, может, черкесов и кумыков, а, допустим, там, аварцам, даргинцам, чеченцам такого вот не было. На что отец очень смеялся и говорил, там, и чем ты гордишься? Тем, что мы сдались без боя? Значит, тем, что мы нам проявили лояльность, когда русские на нас пошли войной, там, да? Или там с малым боем. То есть, да, это, конечно, красивые завитушки, там, да, именитые предки. Там, да? Ну, в общем-то, я и сам свою жизнь прожил так, что так особо... Наверное, есть чем постыдиться, а есть чем погордиться. Бесспорно, бесспорно. Но все-таки в далеких предков мы не будем забираться, но есть отец, которым, да, я думаю, действительно ты и гордишься, и который действительно очень крупная фигура уже нашего времени, с очень интересной такой судьбой, по-своему, наверное, противоречивой. Как мне. Я бы хотел, чтобы немного об отце поговорили, если ты не возражаешь, потому что мне его личность чрезвычайно интересна. Он все-таки был таким человеком немного выпавшим из семейного гнезда, потому что вот его дед, такой, опять же, я говорю, так, советская номенклатура. Не, подождите. То есть, если говорить, что вот Гейдар, мой отец, выпал как бы вот из семейной традиции, ну, конечно, так можно сказать. Так. Но, с другой стороны, его отец, Джаид, там, да, то есть он там, в юности, там, 18 лет, фактически уезжает из Азербайджана учиться в Москву. Там, да? Он долго не мог решить, он собирается учиться рисовать, стать живописцем или стать оперным певцом. Там, да? То есть у него был прекрасный голос, там, да? Он очень красиво пел. То есть он это вот колебался там, вот, 18 лет, там, в итоге он стал там, художником. Но он точно так же уехал вопреки воле своего отца, который там в разные места, времена занимал там посты там и верховного судьи Азербайджана, и, там прокурора, и, там кем он только как бы какой только страшной шишкой он не был там, да, это был настоящий такой чекистский вот, человек, который что угодно мог свернуть в бараний рог, а сын-то его, мой дед, там, да, вместо всего этого уезжает, значит, в Москву, уезжает учиться на вольные хлеба, художник, богема, там, да, носит модные одежды, там, да, курит трубку там, и все такое прочее. Естественно, это тоже было некое преодоление. Конечно. Точно такое же преодоление было и у прадеда, вот этого Держиморды, там, да, который там, и верховный судья, и прокурор. Там, да, как говорил, значит, мой отец, все они были чекистами, вне зависимости, занимаясь они юриспруденцией или культурой. Ах, да? Так? Да. Значит, он тоже порвал. Это же было время революции. Конечно. А он из-под тишка, будучи должностным лицом Российской империи, поддерживал втихаря революционеров, большевиков, там, да, за что, кстати, не был расстрелян после 17 года. То есть все выламывались из какой-то системы. Там, да? И точно так же по женской линии можно там, посмотреть, все они бунтовали. Там, да? Отец до какой степени вот он выломился и пошел вопреки чему-то, вопреки какому-то общему такому течению и движению, и каким образом он стал, и ты повторяешь эту формулировку, отцом русского ислама. Я правильно формулирую? Я бы не стал так вот пышно говорить отцом русского ислама, в первую очередь потому, что мне не нравится сочетание русского ислама. Нет никакого русского ислама, есть просто ислам. Да, он там разнообразный, там, многообразный, но он никак не русский. Да?
значит, российского. Ну, российский это территориальный, это ислам мусульман, которые вот на территории Российской Федерации в какие-то там вот компромиссы с властями там ситуативно там живут. Да, нет такого фундаментального понятия. Но дело не в этом. Там, да, то есть Гейдар, конечно, взбунтовался в юности. Потому что, ну, допустим, молодой Джаид, его отец, мой дед, да, он говорил, что возьмись за ум, он модный, популярный художник со связями, там, да, то есть рисующий там портреты топовых фигур, преподающий в живопись в Улан-Баторе, там, да, то есть народный художник Монголии. Его иногда называли даже монгольским Гогеном, там, типа вот живописную Монголию такую открыл. А вот сын у него совершенно такой андеграунд, там, да, то есть диссидент, там, да, причем не в каком-то таком вот респектабельно либерально-политическом, а вот в самом таком вот как бы брутальном, интересующемся там эзотерикой, там, да, то есть и всем таким прочим, ну совсем сомнительным. Он говорит, давай сейчас возьмись за ум, у меня есть связи. Значит, сейчас давайте сейчас определим на заочный, станешь адвокатом, деньги будешь лопатой грести, там, да. На что, в общем, очень молодой Гейдар хохотал там, да, то есть для него это как бы в голову не укладывалось. Конечно, он как бы выпал из советского общества полностью, там, да, целиком и полностью, то есть это этот круг с друзей, единомышленников, там, да, культурных фигур, всевозможных их называли тогда, шизоидное подполье. Там, да. Ну, сейчас все хорошо знают, из чего это стоит. Это там Мамлеев Юрий Витальевич, это покойный Головин Евгений. Там, да. Еще очень много фигур там, принимали как бы, участие в этой культурной, скажем, деятельности. К 70-м годам он, ну, любя горы, ездя постоянно в Таджикистан, он столкнулся с такой вещью, как назывался это параллельный ислам. То есть ислам такой народный и неподконтрольный, то есть духовным управлением той поры. Там, да? И нужно понимать, что это альтернативный. Со своими учителями, со своими учениками. И нужно понимать, что это Таджикистан. То есть в 1938 году только было подавлено так называемое восстание пиров, исмаилитское восстание. Там, да? Но оно не было чисто исмаилитским, это более сложный на самом деле процесс, ну так в литературе обычно называют. А тут 1978 год, там, да? 40 лет прошло. В общем, жизнь одного человека там, да? Все еще очень живо, старики помнят, старики участвовали. И вот в этом пространстве, которое достаточно оппозиционное властям, но оппозиционное не по-московски, как где вот там хельсинская группа там хочет либерализации, а очень так вот специфически. Вот он как бы очень легко просто вошел в это пространство, и дальнейшая его политическая судьба, она начала определяться вот этим вектором. Там, да? А вот что было дальше? А дальше нельзя сказать, что вот он, то есть он сознательно в юности ушел такой в маргиналитет по отношению к советской власти. А дальше нельзя сказать, что вот он в нем и остался, и пребывал наоборот. Там, да, в 90-е годы он стал вполне респектабельной фигурой, там, да, общественной, политическим. Но в какой-то период его имя связывалось с обществом памяти. Да. То есть он в какой-то период... Сейчас это как-то звучит... 80-е годы он действительно значит, познакомился с Васильевым, вошел в это пространство на какой-то не очень большой срок, потом рассорился. Все-таки рассорился. Да, у них произошел конфликт, и они как бы... Вместе с Дугиным они туда зашли, там, да, и вместе с Дугиным они, по-моему, оттуда и вышли в ходе большого там конфликта. Но с той поры у него остались связи с таким вот, ну что ли, патриотическо-ВПКшным пространством. Там, да, и они сохранялись практически всегда. То есть, вообще, в отличие от... Патриотически ВПКшного, это надо да. подчеркнуть, это на слух не сразу воспримется даже. Многие как бы люди из нашей семьи, они были связаны с армией, с войной, там, дослужились до
генеральских погон, там, в разные, там, воевали, там, да, это тоже часть нашей семьи. Это тоже нам было не чуждо. Но Гейдар, в отличие от меня, у него был какой-то вот необъяснимый сентимент к русскому. Он как-то У тебя такого сентимента нет? У меня нет такого сентимента. Абсолютно. Да? Хорошо. К русскому пространству, к русской культуре. Он любил русских. Вот у него была необъяснимая любовь к русским. Ну что же в этом необъяснимого-то? Ну, для меня это не очень понятно. Для меня, По-моему, это замечательно его ну, характеризует. вот у него как бы вот это вот было. Там, да? Он был сентиментален вот именно в этом отношении. Да? А он там обожал Достоевского, там, да? А я люблю Гоголя. Да, мы разные. Ну, Гоголь тоже русский. Гоголь, ну, можно сказать, на русском писал, на русский. Русский. Это все легенды, что он украинский. Ну, есть легенда, что Достоевский поляк. Ну, в том-то и дело. Ну, это русская культура. Ну, вот у него был именно такой вот очень специальный вот сентимент, при том, что он был такой последовательный интернационалист, там, да, такой интеллектуальный, это как... Говорит, вера и убеждение – это результат интеллектуального усилия. Я вот дословно цитирую. Большое на тебя влияние оказал отец, да? Ну да, он не просто оказал мне большое влияние. Знаете, я вот, уже после его смерти подумал, что обычно вот, пока человек ребенок, там, да, ну пока он совсем маленький, там мама главная, там, да, а потом, когда он подросток, отрок, там, да, может быть, юноша, там, да, на него влияет отец, но и дальше он утрачивает влияние, и годам к 20, там, молодой такой вот, с пробивающейся порослью вместо усов говорит, там, родители нам дают Бог, поэтому мы друзей выбираем сами, и там идет и ищет иные ориентиры, иных учителей, там, и так далее. Вот у меня не так. Да, то есть отец на меня влиял до самой своей смерти, и в принципе до самой своей смерти он являлся таким вот ориентиром интеллектуальным, духовным для меня. И это было не в силу традиции, там, авторитет отца традиционный. Там, да? Это было в силу того, что он обладал определенным превосходством над очень многими людьми, там, да, то есть и был фантастический собеседник, там, и с ним можно было обсуждать там, специфику уж каких-то шариатских проблем, там, а можно было обсуждать теорию относительности. Да. А можно было обсуждать какие-то математические проблемы. Там, да? То есть он был, футбол он тоже не любил? Футбол он был равнодушен к нему. То есть он был равнодушен к нему, и вообще он был равнодушен к спорту. Так. Не в смысле, что он был не спортивный. Естественно, в последние годы он был не спортивен, там, да? Хотя в юности увлекался тяжелой атлетикой. Там, да? Но, так, в принципе, для него это была забава. Это не более чем развлечение. Там, да? Понятно. Я не случайно такое большое место вот уделил твоим воспоминаниям об отце и разговору о нем, потому что мне кажется, что это вот в нашу такую эпоху вообще девальвации всех ценностей и разрыва каких-то связей, вот эта вот тема отцов и детей, она как-то очень снова вышла на первый план, и пример твоих отношений с отцом и влияние на него безумно ты стал, между прочим, на него похож раньше. Когда мне об этом говорят, я говорю логично, на кого бы еще быть похожим. Логично, но раньше это не так чувствовалось, а вот с годами все больше. Это, мне кажется, очень важным и ценным, поэтому столько мы об этом проговорили. Мне вообще повезло с родителями. Да, да. Маму мы не упомянули, и это, конечно, неправильно совершенно. Ну, мама тоже была очень необычным человеком. Она точно так же, как и отец, выпадала из такого советского социума. Но она раньше умерла, чем мой папа. Она умерла в 2005 году. Но она значительно радикальнее его была. Да? То есть она, если такой жаргон перейти, она была таким настоящим отрицаловым. Да? То есть для нее, то есть она никогда не работала на власть, там, да? То есть, а в Советском Союзе, не работала, не было возможности работать на что-то еще.
Там, да, сейчас там, я не работаю, я не сотрудничаю там, с режимом. Да. Да? Тогда это казалось фантастически. Мне была абсолютно четкая позиция. Я не работаю на власти. Да? Я была отрицала. Но это могла себе позволить только домохозяйка? Или... Нет. Нет? Она большую часть жизни проработала регентом церковного хора. Ах, вот он как. Да. Я же говорю, богатая родословная. То есть она была регент церковного хора, она была православная. Там, да? И как бы, наверное, это называется клерошанка. Там, да? То есть часть клира, часть церкви. То есть не рукоположенная, а вот там, где-то рядом там, да, находящаяся. На самом деле более антиклерикального человека я в своей жизни не видел, при том, что она, конечно, там была в теме, внутри этой ситуации, но, тем не менее, я помню ее в юности, ее рассказы там, о перипетиях отношений, там, не знаю, митрополита Петерима и митрополита Ювеналия. Вообще, лесковские мелочи архиерейской жизни, это просто такая тусклый там, вот, пересказ. То есть, она была настолько ядовита по отношению вот к попам. Там, да, она была абсолютно антиклерикальный человек, при том, что, конечно, она была, безусловно, очень верующая и очень, как бы, внутри религии находящаяся. Ну, слушай, как интересно. Тут это вот я не знал. Какая тут интересная такая смычка православия Ну и, да. Моя и мать ислама, да? Да, грандиозно, грандиозно. Ну, а теперь внимание основное твоей персоне. Почему, собственно, журналистика? Такой вот слушаю, какие глубокие вещи, какие-то интеллектуальные корни твоей семьи, отца, матери и журналистика. В общем, такое, так сказать, немного такое снимание пенок. Легкий жанр. Да. Ну, может быть, в какой-то степени это и случайность, там, да, потому что, знаете, я был фактически совсем юным человеком, когда взрослая женщина, сделавшая мне много добра, на самом деле, звали ее Людмила Попова, взяла меня за ручку фактически и отвела в 3-ю редакцию, значит, центрального телевидения. Это было научпоп. Да? И, значит, в медицинский отдел, который изготовлял передачу «Здоровье» и передачу «Мамина школа», Юлия Белянчикова устроила меня помрежем. Да? Конец 80-х годов, я помреж. Значит, в титрах мое имя там мелькает, там помощник режиссера, там администратор, я уж не помню. В тот момент у меня была какой-то период сломана рука. Значит, я помню, шел я по коридору, Юлия Васильевна какие-то вот распоряжения мне отдавала. И в этот момент я заметил, что у меня развязался шнурок, я наклонился, пытаясь одной рукой, значит, завязать его, там, да. Она увидела это, я не могу одной рукой завязать, она сама присела, там, завязала мне шнурок, мы пошли дальше, я услышал в спину, там милиционеры стояли, охраняли. Не знаю, кто это, но шнурки ему Белянчиков завязывают. Такая смешная история. И я проработал год там буквально в этом отделе. И дальше все начало потихонечку сыпаться, перестройка. Я не совсем понимал, почему я вот должен ездить с кем-то, обсуждать какие-то там, возить бумажки про рекламу, потому что мне хотелось снимать. Однажды мне разрешили, давай сделай передачу, там был кинозал здоровья. Как режиссер, сделай как режиссер. Там, да? Первая проба пера, и я начал выстраивать студию. Значит, а здесь мы поставим полку с книгами, а здесь мы поставим кожаный диван. Мы сейчас зададим иллюзию медицинского кабинета, такого солидного, чтобы вот как в этом самом, как в собачьем сердце. Да? Значит, оператор быстро, тихонечко позвонил Макаренкову, да, то есть одному из наших режиссеров, такой топовый режиссер для нашего отдела. Фамилию, конечно. Который прибежал, так, все это убрать, сюда вот металлический стульчик, сюда пластиковый столик, там все. То есть мне хотелось вот этим, а вот это не выходило. И я, значит, ушел из здоровья, ушел на какие-то там вольные хлеба. Это была самый, наверное,
прекрасный период жизни моей страны. Это вот перестройка, постперестройка, вокруг поэты, художники, бандиты, Да, это было замечательное коммерсанты. Я обожал все это дело, я впутывался в какие-то жуткие истории. Однажды мне пришлось там бежать в Алжир, там, да, то есть от неприятностей. Там, да, то есть, ну, кто-то сел, а я сбежал. Все это было как бы совершенно, значит, вот таким завораживающим пространством, которое я очень люблю эту эпоху. Вот эти вот лихие, ужасные 90-е, я их обожаю. Это самое прекрасное время. Конечно, это было очень яркое время. И когда уже все все стало сложились. таким совсем критичным, там, да, когда мне уже приходилось там уезжать из страны и так далее, это надоело моему папе. То есть, ну хватит, хватит, успокойся. Ну чем-нибудь займись. Я говорю, ну чем заниматься, ты же... Ну, займись чем-нибудь там, да. Есть разные виды деятельности, легкой и оставляющей много свободы. Есть много свободных профессий. Займись какой-нибудь из них. И я занялся. Значит, я решил вернуться. Ну уж мне тогда мне же нравилось это вот здоровье, да, то есть оформление студии. Но поскольку на тот момент у меня было довольно стойкое отвращение к телевидению, потому что мне вот это вот изменения, которых я не понимал, не чувствовал, там, да, они как-то вот отвратили меня. Я решил попробовать себя в пишущей журналистике. И, строго говоря, первый мой такой настоящий учитель в журналистике, такой вот, ну, тот человек, который меня научил ремеслу, это Муратов, конечно, Митя. Дмитрий Андреевич. Да? Я всегда был ему благодарен, потому что, в общем, я считаю себя учеником Муратова. Там, да? Хотя рядом работали там мэтры, которые, там, у которых тоже было чему поучиться. Там, в соседней комнате сидел покойный Микеладзе. Там, да? Это человек, который там пек как пирожки звезд журналистики. К нему там, не знаю, 5 стажеров придет осенью. Там, через 2 года 3 из них будут крепкими, сильными спецскорами, а еще через 2 года там, да, 2 из 3 станут звездами журналистики. Там, да? Это стандартный такой вот у него выход. Он умел воспитывать. Там, да? Он умел вот это вот делать. Там, да? Еще был жив Щекочихин, который увидел, что я там ухожу в кабинет, не в кабинет, а вот пространство, где у нас планерки проходили, на намаз помолиться. Там, да? И там кто-то ходит, там это же такое пространство, как вот, как предбанник Муратовского кабинета, сказал, слушай, я все равно сижу в Думе, мой кабинет пустой, вот тебе ключ. Там, да, вот тебе. То есть у меня в «Новой газете» была, собственно, мечеть. Там, да? Собственно, молельня, да. То есть, и «Новая газета» это, конечно, при всех недостатках, там, да, это, конечно, один из самых успешных проектов. О каких недостатках? Это моя Отличная школа, газета, там, да, это, я считаю, что это то, что вот совместило новое и старое. Там, да, конечно, то есть, конечно. Классических, настоящих Старую русских советскую журналистскую школу готовят только в «Новой газете» по-настоящему. Там, да? И такой школы нет ни у кого согласен, и нигде. абсолютно там, согласен. Да? Абсолютно. Через 2 кабинета был кабинет Политковской. У нее не было телевизора и видеомагнитофона, а у меня было. Когда ей приносили какие-то кассеты, она шла ко мне в мой кабинет и там ставила и смотрела. Я тоже все вот эти вот видел. Это, конечно, было очень удивительное такое вот пространство. И меня окружали титаны. Там, да? То есть меня окружали титаны, я мог смотреть, подглядывать за великими. То есть это лучшее твое такое воспоминание журналистское. Это первый шаг, который вот, ну, он не первый, но это первый серьезный шаг, и мне круто повезло с тем, что это была новая, с тем, что это был Муратов, и с тем, что рядом были такие люди, как Щекочихин, как Микеладзе, как Политковская, все в могилах уже. Все в могилах, все в могилах. А второе место, которое, ну, это все-таки была школа. Вечер это воспоминаний. Детский сад. Да. Да? Детский сад, где хорошие, добрые там, учителя, там, не учителя, а педагоги, так, тебя по головке гладят, немножко воспитывают. Муратов же, он как, у нас нет просто работы, у нас одни гении. Под каждого, черт возьми, подстраиваться надо. Каждому, он же у меня хандрит, я должен терпеть его хандрит. Он терпел, для него каждый был личность. Никто не был он очень человек действительно широкий такой. То есть это был такой очень серьезный там, педагог. А вот вторая как бы школа, это был Newsweek.
где я посмотрел, как работает уже взрослая редакция с большими деньгами, с очень четкой, правильной структурой. Знаете, что меня поразило в Ньюсвике? Он входил в Аксель Шпрингер, а Аксель Шпрингер рулился такой женщиной Регина фон Фляминг. Немка, сухая немка. Вот немка, настоящая немка. Все должно быть четко, все должно быть правильно и так далее. Знаете, вот, когда доходило до серьезного, вот эта вот немка, она вдруг начинала вести себя как Батяня Комбат. Да? То есть она при том, что вот все строго, все правильно, все вот регламентировано и так далее, когда до дела доходило, она за своих вступалась так, как вот Батяня Комбат. Да? Она, конечно... По воспоминаниям, извиня, участников войны немецкие офицеры о своих солдатах побольше заботились, чем советские. Ты мне скажи, ты был на нескольких войнах, да? Ты был в Осетии, ты был в Ливии. На Донбассе. Это мы отдельно все, о чем успеем, поговорим. А зачем журналист нужен на войне? Зачем журналист нужен на войне? Если журналист нужен на войне, так это все верно. Да? Так уж повелось, по-моему, с нашей войны с союзниками, с Крымской кампанией, когда впервые стала профессиональная журналистика сопровождать армию. Ну да. Ну и если уж это есть, если это имеет определенный выход, определенный выхлоп, значит это все правильно. Но я говорю о своем личном отношении к этому делу. Да? Журналист на войне, потому что его читателям интересно читать про то, что там происходит. Поэтому он там. А разве можно, находясь в гуще событий, понять и донести так сказать, именно правду, правдивую информацию о войне? Вот, не случайно все-таки? Не нужна правдивая информация. Ага. Не нужна правдивая информация. Это такая англосаксонская иллюзия. Прежде всего, почему ты едешь туда? Вы историю любите? Да, конечно. История — это история войн. Я тогда тоже перейду на «вы», потому что получается нелепо. Я на «ты», ты на «вы». И я «вы» сказал так обобщительно. Вы все, понятно. Да, вы все хорошо. историю любите. Да. История — это история войн. Конечно. Это история Наполеонов. Ты едешь и щупаешь историю на ощупь. Да? Потом в учебниках у тебя будет прекрасная картинка, которая в том или ином степени будет соответствовать тому, что было. Но ты-то знаешь, как это было на ощупь. Ты знаешь, какая она шершавая была, эта война. Это соприкосновение с историей. В позднем Советском Союзе, там, 80-е годы, там, середина 80-х, у меня была такая мысль, что все кончилось. Фукуяма еще не написал конца истории, а у меня уже была мысль, все кончилось, все, конец. Вся героика прошла. Космос завязает, там полеты людей там закончились, там, да, значит, войн не происходит, Америка открыта полностью, Сибирь покорена, на наш век ничего не осталось, я буду уныло, а самому-то уже был унылым пространством. Да? Вот моя жизнь будет такая вот унылая, как у всех, кого я вижу вот 70-е, 80-е годы. Я не мог представить, насколько моя жизнь будет бурная и переполненная событиями. И, конечно, когда у меня появилась эта возможность, тогда это вот некая сопричастность к большому пульсу большой жизни. Ты апологет войны? Я люблю войну. Я люблю войну, и, знаете, я написал книжку о Осетинской войне, там есть фраза, которую очень пытался вычеркнуть редактор, где я там описываю, как вот меня раздражает пересечение границы Осетии южной и северной, когда я возвращаюсь. И я там пишу, что я отвык от вот этих ментов, пограничников там, и так далее. Я привык к войне, где можно голоснуть вертолету, братишка, подбрось туда-то, там, да, где не нужны деньги, документы и так далее, и так далее. К войне привыкаешь быстро, к хорошему вообще быстро происходит такая, да? Как и у профессионального военного, происходит же, значит, такая деформация сознания, что, в общем, ты живешь в ожидании следующей войны. Был такой... Да. Да. Вы знаете, был такой, извини,
Был такой замечательный фильм Уильяма Уайлера «Лучшие годы нашей жизни». Я не знаю, смотрел ты его или нет, но это как раз об этом. О людях, о друзьях, которые вернулись с войны, и они себя найти не могут, и они ждут следующей войны как бы. Вы знаете, ныне сидящий Квачков Так. однажды рассказал мне о том, что один из его подчиненных подал ему рапорт, что прошу, значит, меня перевести вот в место для прохождения дальнейшей службы, где ведется активная боевая деятельность, потому что я более не в силах выносить ужасов мирной жизни. Да? Конечно, к войне привыкаешь быстро, а война — это свобода. Да, и что, вот ждешь теперь следующей войны? Но... То есть, в общем, кому война, кому мать родная. Ну, кому все война, в точности, кому война, кому мать родная. все в точности по этой пословице. То есть, если, там, ну, скажем так, вот в Ливии меня подстрелили, я очень долго там лечился, там довольно сильно подстрелили. Да, да. Ну, как только встал на ноги, уехал на Донбасс. То есть, если что-то сейчас заварится, где-то каша, конечно, я поеду, если будет возможность. А вообще говоря о войне как о таком двигателе истории. Вот я вспоминаю Вершинина, чеховского из «Трех сестер», который говорит о том, что человечество не может без войн. Все равно, что войны, именно они двигают и человечество, и историю, и развитие вперед. Это действительно так? Ну, это так. Да, это так. То есть, это как бы скорость изменения скорости, да, производная там, в математике. Там, война — это самое динамичное изменение ситуации. Там, да? То есть ситуация, она может как-то в этом направлении двигаться и так какими-то дипломатическими, экономическими, иными мерами. Там, ну, да? елки, ну скорость — это не самоцель. В момент войны это максимально стремительное изменение. Там, да? То есть это квинтэссенция истории. Да, то есть, конечно, без этого не может, это все прорывные такие вещи. В Осетию, вспомним Осетию. Ты вошел в эти события вместе с батальоном «Восток». Означает ли это, что... Не, вошел я за 2 дня до Понятно, но я имею в виду в широком смысле слова. Означает ли это тобой принятие российского вмешательства, итогом которого стало, в общем, отсоединение, отторжение уже фактической части Грузии от ее территории? Знаете, я скажу так. Вот технически это происходило следующим образом. Там, да, то есть события начались 1 августа еще. Там, да, какие-то пострелушечки туда-сюда, за этим следили. То это сгущалось, то это рассасывалось. Среди ночи мне позвонил заместитель главного редактора Степан Кравченко и сказал: езжай в аэропорт прямо сейчас. Там, да. Отличное было решение, отличный был приказ, потому что я смог попасть вовремя на эти события, до того, как все перекрыли, там, да, то есть Ровский туннель закрыли. Я прилетел туда, ну это, собственно, не обсуждается, приказ редактора, да, ты едешь освещать. Я приехал освещать, там, да, и там происходили определенные события. Я понял там сразу, довольно быстро понял, что все намного сложнее, чем... Там нельзя упростить, да, грузины правы, осетины правы, там, да, то есть к войне толкали обе стороны. Путин стремился к войне, Саакашвили стремился к войне, это набирало обороты несколько месяцев, там, да. Вот эта война случилась. В какой-то момент там вот эту вот грузинскую блокаду Цхинвали прорвал ее батальон «Восток», там хищно, варварски так вырезал там всех артиллеристов на высотах, которые там удерживали подход российских сил, там, да, разблокировал Цхинвали, туда вошли как бы войска, и вот в этот момент мы... И тут я вошел, вот как бы, я просто подошел к Имадаеву и сказал: Сулим, там, да, можно я дальше с тобой? Вы же дальше наступать будете? Ну да. Можно я дальше с тобой? Ну, можно. Только ты не говори, что я разрешил. Вон, садись в штабной Баргузин, там, да. Ты не говори, что я разрешил. Я говорю: как ты себе представляешь, не говори, что я разрешил, там, да? Сейчас вот кто-нибудь заглянет в эту машину, а я скажу: я давно здесь сижу, что ли? Где ты, какой-нибудь генерал? Где ты видел генералов, которые в чеченские баргузины лазят? Да? И я отправился вот с батальоном «Восток». А в батальоне «Восток» ходили страшные вещи, страшные рассказы о том, что они творили когда-то в Чечне, где шла такая религиозная гражданская война. Но я хочу сказать, что на той войне, на Осетинской войне 2008 года, вот эти вот чеченцы, они вели себя абсолютно, как абсолютный джентльмен.
Это было абсолютно джентльменское поведение. Какой джентльменский, если сам говоришь, что вырезали там все эти артиллерийские расчеты. Ну а что ж мы с тобой сделать? И как диверсантов послали вырезать эти расчеты. Они пошли их и вырезали там, да. Но, например, они саботировали приказы пленных не брать. Да? Просто нагло саботировали. Я знаю, что этот приказ был. Он был не письменный, в устной форме там, да, был. Но они это саботировали. Да? То есть пленных не брать, для штатских поясним, что уничтожать просто-напросто людей. То есть они, допустим, взяли пленного, увидели, что там, ему бьет какой-нибудь осетин, там, этого грузина, там, да, они убирали этого грузина, там, защищали его, там, да, не мучили никого. Однажды, значит, застрелили корову на шашлык, там, да, потом бегали, искали пастуха, чтобы расплатиться. Я так пошутил, что вы ведете себя, как будто 12-й год, и там, типа, там, сударь, дайте честное слово, что не будете бежать, я оставлю вам вашу шпагу. Там, да? То есть они вели себя на той войне очень по-джентльменски. Мы можем судить, почему. Можем сказать, что это был приказ Ямадаева, у которого были сложности, он хотел произвести впечатление. Мы можем много чего придумать по этому поводу. Но факт остается фактом. Это было так. Они вели себя как рыцари на той войне. Там, да? Очень интересно, это интересно, это я не знал. Я там был, я видел только эти уже дико разоренные эти грузинские села. Это, конечно, производило страшное впечатление. Да. Но вы знаете, кто это сделал? Это вот та вот толпа добровольцев, это я понимаю, конечно, которые запустили уже после войны. Конечно. Они пришли воевать уже не с кем, они сожгли эти села. И там просто это следы мародерства были совершенно очевидны. Все было разграблено. Я нисколько не стыжусь и не жалею и своего знакомства с Ямадаевым, с которым впоследствии сдружились. Там, да? И я прекрасно, там, несмотря на то, что я знаю о его подвигах, там, о подвигах его батальона эпохи там, Чеченской войны, там, да, подвигах в кавычках. Да? Тем не менее, я говорю, я с ним дружил, это был интересный, необычный человек, которого можно было уважать. Понимаю. Ну а теперь о Донбассе. Я знаю, что был там несколько раз, причем, я много раз был на что называется, с обеих сторон. Да, переходил линию фронта. Все-таки как-то сердце, душа, интеллект на какой из сторон? Ну, я укроп. Да, я проукраинский человек. В этом смысле я считаю, что то, что сделали... Я-то как раз считаю, что у местных... Там, да, у жителей, у населения есть право на восстание и на самоопределение, там, да, и что это право выше там, права на государственную целостность. Но я же там был много, иногда довольно подолгу, и я видел, что это очень быстро перестало быть восстанием местных. Там, да? И да, я скажу больше, это вообще не было так уж восстанием местных. Там, да? Местные возмущались, там, да, то есть они действительно там приняли участие, там был определенный процесс. А на твой взгляд, какая-то реальная угроза для их бытия была? Вот с той стороны, со стороны Киева? Не было. Мы можем посмотреть на соседние регионы, да, то есть, где точно такое же русскоговорящее население, которое тоже, так вот, они же как бы селяне вчерашние все, там, да, такие хитрые мужички. Хохлы. Там, типа вот, ты посмотри, как хорошо с Россией быть, там, да, какие там пенсии, какие зарплаты. Там, да. И там точно такие же в соседних областях были настроения, и в Харькове, там, не знаю, и в Запорожье, там, и так далее. И что, какая-то угроза? Их там как-то бандеровцы там жарят, и теперь их младенцев и кушают на завтрак? Нет. Максимум что, значит, я вот говорил с моим водителем, хороший парень, абсолютно был на тот момент вот продонбасский, там, пророссийский, сейчас поменялся. Да, значит, я с ним говорил. Ну, какая вот реальная угроза? Ну, вот они вот туда-то, там, вот такой-то в Днепропетровск поехали там памятник Ленина обрушивать. Не то, что я большевик, не так, чтобы я за Ленина. Это наш памятник, почему-то чужаки должны... То есть уровень угрозы. Памятником. То есть угроза от бандеровцев, она была вымышленная, она была пропагандистская. Там, да? И, в принципе, из беспорядков и волнений в формат мятежа и гражданской войны, это, конечно, это перейти не могло. Перевели русские. Да, это перевел, ну, можно персонально сказать, господин Гиркин, который как бы явился, стал расстреливать, там, да, вел чудовищные порядки. Поскольку он тупой, он бы проиграл быстро, но у него был умный Бородай.
который действительно хороший политтехнолог, там, да, и который позволил продержаться вот какой-то период всей этой системе, там, да, чтобы полностью уже подключилась Россия и уже все это сделала необратимым. Там, да. Например, Бородай, он же понимает, как все это устроено. Он открыл Донбасс. Все, кто хочет, могут приезжать. Враги, не враги, приезжай, работай. Корреспондент 112 канала под его гарантией, значит, работал там, да, то есть, ну, типа, в записи ничего не будешь, а прямые эфиры, пожалуйста, чтобы не врал, там, да. Этим он создал вот это вот, ведь он это на Первой Чеченской подсмотрел. Это же то, что делал Удугов, то, что делал Басаев. Приезжай, каждому выдаю мандат, можешь ехать, работать, никому вообще ничего не запрещаем, но свобода. Там, да? Ведь он это, и все симпатизировали. Ведь это он там увидел. И он сделал то же самое. Когда его знали, как только Стрелков вернулся, значит, убежал из Славянска в Донецк, он первым делом объявил в розыск меня, всех стал мочить, арестовывать там, и так далее, ну и все, схлопнулось. Но к этому времени уже определенный рубеж был пройден. Это уже нельзя было, пасту нельзя запихать назад. Ну да, Рубикон был перейден. Рубикон был перейден. Кровь пролилась уже в достаточном количестве, чтобы это нельзя было простить. Ну, последний вопрос, сводя опять, фокусируя на твоей личности. Годы идут, что дальше будешь делать, тем более, что журналистики как-то у нас так, это уж такая шагреневая кожа, профессия до такой степени, сжимается островок, на котором может существовать. Ну ведь я, кстати, вот я когда был юношей, я ж не думал, что я буду журналистом. Там, да? Я не думал, что я полагал, что буду геологом. Там, да? То есть сейчас задним числом я понимаю, что это определенный эскапизм, там, геология в те времена, эскапизм, сбежать от совка. Конечно. Вокруг тайга, тайга закон. Медведь хозяин. Медведь хозяин. Вот, то есть я понимаю сейчас, тогда я не понимал, я был искренне интересовался там геологией, там, да. У нас была у студентов игра там. Подкинуть камень, а вот в аудитории смотришь, как он летит, там, да, и назвать минералы, которые успел усмотреть. Да, то есть я был искренне всем этим увлечен. Но стал журналистом. Я же не предполагал, что так будет. Да. Но стал. Я не буду загадывать, чем я буду заниматься. Да. Я не буду решать. Да. Мы живем в большом пульсирующем мире, там, да, то есть мире страдающем, там, да, мире, на который мы на самом деле никак не можем повлиять, но мы не имеем права от него отгородиться. Там, да. Я проживу ту свою судьбу, которую вот этот мир и определит. Там, да. А искать там какой-то вариант, там, да, то есть чем я буду заниматься, буду ли я, там, не знаю, пенсионером, бизнесменом, там, да, главным редактором. Но все-таки журналистика хорошая профессия. Журналистика это профессия, которая позволяет тебе быть свободным. Конечно. Ты просто живешь, а тебе за это деньги платят. Там, да? Это величайшая свободная профессия, когда тебе платят за то, что ты просто живешь. Это хорошо сказано. Это хорошо сказано. И действительно, журналистика профессия, с которой связаны лучшие годы нашей жизни. Опять же, закончим на этом прекрасном названии. Да? Да. Замечательно, Архан. Спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо. В эфире «Свободы». Радио, которое не только слышно, но и видно. И на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его героем был журналист, военный репортер Архан Джемаль. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.